Всевышний Аллах сказал: «Знамением в Его Царстве станет то, что к вам явится сундук с миром от вашего Господа. В нем будет то, что осталось после семьи Мусы и семьи Хаарона». Этот аят, братья мои, указывает нам на истинную важность и на то, что мы должны остановиться перед ним и выяснить это. Этот аят связан с нашими днями, которые мы сейчас проходим, связан с днем рождения нашего Господина, посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Всевышний Аллах ниспосылает милость сыновьям Израиля, возвращая им сундук с теми вещами, которые в нем находились. А что там находилось? Посох, остатки одежды и другие вещи, принадлежавшие нашему господину Мусе и Хаарону. Сам Коран поясняет, что Он ниспосылает им все это как милость, в том смысле, что Коран поддерживает внимание и озабоченность сыновей Исмаиля этими воспоминаниями наследия. Эти наследия равны тем наследиям, которые мы празднуем ради них в наши дни, в день, когда родился наш господин, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Даже больше, чем это. В нем находился посох, который принадлежал Мусе, и еще там могла быть тюбетейка, которую он носил, также несколько страниц Торы. Сегодня у них находится Тора, однако она полностью изменена. Всевышний поддерживает внимание и озабоченность сыновей Исмаиля этими наследиями и празднование в честь них. Разве это не так? Было бы не так, он не возвращал бы этот сундук таким необычным способом, что именно ангелы несли его. А сыновья Израиля торжественно радовались возвращению этих наследий. Это, как я вам раньше говорил, пояснение простых вещей. Если бы нам захотелось в наше время праздновать, подобно этому празднованию, ваххабиты обвинили бы нас в неверии. Если бы мы праздновали в честь этих вещей, которыми пользовался наш Господин, они бы обвинили нас в неверии, я уверен, что они обвинили бы нас в неверии. Всевышний Аллах вернул сыновьям Исмаиля сундук, в котором не находилось больше ничего, кроме этих вещей. Да, там находились некоторые вещи, принадлежавшие одной семье, унаследованные от своих предков, которые ушли много лет назад. Несмотря на это, божественное объяснение дозволило празднование в честь этих наследий, как о воспоминаниях, связанных с кем? С одним пророком из пророков, нашим господином Мусой. А точнее, святы эти наследия из-за святости нашего господина Мусы и из-за святости нашего господина Исы. Понимаете? Если Господь наш утверждает, что наше внимание, наше празднование связано с наследиями праведных людей, тогда как же это не может относиться к празднованию наследиями пророков? Муслим передает в своей книге достоверный хадис, и другие тоже рассказывали об этом, где пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Почвой нашей земли, слюной одного из нас, это принесет исцеление нашему больному с дозволения нашего Господа». Почвой нашей земли, слюной одного из нас, исцеление нашему больному. Этот хадис достоверный, и никто не может считать его слабым. Хорошо. Пророк говорит: «Почвой нашей земли». Почему это так? Потому что это почва нашей земли. А к кому это отнесено? Пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Эта земля такова, кто ищет исцеление в ней, Аллах исцелит его. А когда ты проявляешь уважение земле, которая относится к посланнику, тогда ты возвеличиваешь кого? Нашего господина посланника Аллаха. А когда ты возвеличиваешь посланника Аллаха, ты возвеличиваешь его пророчество. А кто дал ему величие? Всевышний Аллах. Слюной одного из нас. Одного из нас он имеет в виду посланника и праведных людей вокруг него. В этот круг входят Абу Бакр, Умар, Усман и наш господин Али. И все праведные люди, да будет доволен ими Аллах. Да, он говорит:
это принесет исцеление нашему больному. Божественные разъяснения и убедительные доводы пророка искореняют настойчивость этой темы в основе. Да, действительно, искореняют настойчивость, несмотря на это, они все-таки проявляют упорство. Что я хочу сказать вам? Если бы Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, появился сегодня и сказал, что дозволяется посредничество с посланником Аллаха и дозволяется праздновать день рождения пророка, я тоже поздравляю день моего рождения, тогда они сказали бы, что ты ошибся. Я убежден, что они сказали бы, что ты ошибся, ты не Мухаммад. В достоверном хадисе рассказывается, как однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, возвращался из одного похода. Я думаю, что это было после битвы в Табуке или где-то в другом месте. Аллах знает лучше. И когда он приблизился к Медине, они остановились в том месте, где оттуда были видны дома Медины. Посланник Аллаха произнес перед своими сподвижниками речь. Он сказал: «Это Медина». Потом повернулся в сторону Ухуда. «Это Ухуд, гора, которая любит нас и которую любим мы». Смотрите, это Ухуд, гора, которая любит нас и которую любим мы. Гора, что это такое? Она состоит из больших глыб камней и земли. Вот из чего она состоит. Тем не менее, смотрите на его лирический стих, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, любезно относится к Ухуду. Откуда появилась святость Ухуда? Откуда произошла эта любовь горы к пророку и любовь пророка к горе? Смотрите, он сказал: «Гора, которая любит нас и которую любим мы». Он проявил любовь к камням. Предмет становится святым от святости другого предмета, находящегося рядом, так как он охватывает его. А там находятся мученики. В Ухуде находится Мус'аб ибн Умейр и Хамза, да будет доволен ими Аллах, и множество мучеников, павших в сражении при Ухуде. Хорошо. В таком случае святость вещей не обуславливается тем, что эта святость исходит от самой вещи. Святость вещей – это право такое, которое переходит от близко находящихся вещей, то есть находящихся по соседству. Ясно? Это истина, которую невозможно оспаривать. Земля – это само собой земля, но его ценность возрастает вместе с тем, кто находится в или на этой земле. Слюна – это тоже слюна, однако его ценность возрастает из того, кому она может принадлежать. Сегодня истина заключается в этом, когда мы восхваляем посланника, да благословит его Аллах и приветствует в Мавлиде. Каждое предложение, в котором выражается любовь к пророку, примешь ты его или нет, оно будет радостным. Сердце будет тосковать по посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Это подобно добровольным действиям, это подобно окрыляющим чувствам, охватывающие любящего, хочет он этого или нет. Понятно? Однако я убежден, что если человек уверовал в Аллаха рациональным верованием, и если это рациональное верование не перешло в искреннюю любовь к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, я убежден, что он не поймет нас. Радости воспоминаниями не основывается на рациональном решении. Нет, радость должна исходить из сердца, сердце должно тосковать любовью к Аллаху. К примеру, человек возвращается в свое родное место, в котором он не был много лет. Он видит свой район, свое село и знакомые строения. Он посетил свое родное село после долгих лет разлуки, увидел свой дом. И какое состояние будет у этого человека? Он будет тосковать с любовью. Его будут окружать знакомые места. Он будет чувствовать себя в волнении от душевных воспоминаний, переживаний. Он почувствует в душе воспоминания и переживания прошедших времен. Эти волнения и любовь происходят от того, что он видит стены, среди которых он жил, и дерево, под которым он лежал, места, где он играл в детстве. Вы понимаете? И он радуется, но откуда исходит эта радость?
Проявляется ли эта радость от рационального, добровольного решения или же исходит из сердца? Это проявляется от душевных переживаний. А они говорят: нет, нет, нельзя упоминать с ликованием день рождения пророка, это не обосновано шариатом. А откуда это? Как это можно сказать, что ликовать разрешается или не разрешается? А разве ликование – добровольное действие? На рефлексы переживания и волнения не возлагаются обязанности. На них обязанности не возлагаются. Например, как можно сказать, что ты не должен чувствовать голод, ты не должен чувствовать жажду? Даже сумасшедший не будет говорить такое. А почему? Я вас спрашиваю. Голод – это действие или рефлекс? А где ответ? Голод – это рефлекс. А на рефлексы не возлагаются обязанности. Хорошо тогда. Ликование, воспоминание о том, кого ты любишь. Это действие или рефлексы? Это рефлекс. Тогда как можно говорить, что это дозволяется или не дозволяется? Но я одно скажу вам. Ликование и обнародование этого ликования надо проявлять только узаконенным шариатом способом.